коте. Ты коте. Ты коте рыбу ждешь? Коте. Рыбу ждешь? Да. Ну что, братцы, всем привет. 30 мая. Пару дней, ребята, и будет лето. 1 июня, День защиты детей. Первый день лета. В общем, у нас, ребята, наконец-то закончились дожди. После последней рыбалки, как я вам и говорил, шли просто ливни. Ну, они были периодически, конечно, но на рыбалку выехать не было возможности. Прогноз смотришь, что дождь есть, то он меняется к вечеру, что, ну, в общем, все равно днем, ребята, раза 3-4 заряжал дождь. Естественно, если ты будешь на реке, ну, ты его поймаешь, этот дождь. Соответственно, никуда не ездил, ребята. Так, что-то маломайски занимался домашними делами. В целом, сегодня, ребята, выход. Сегодня выезжаем с ночевочкой, едем с Мишаней. Сегодня едем на моей лодке, ребята. В прошлый раз ездили на его. Сегодня едем на моей. Короче, решили прокатиться вверх. Ну и как бы, ребят, фидер-то я уже распечатал, да, можно было рыбачить на фидер, пробовать. Но подъем воды, ребят, из-за дождей просто на метр опять поднялся. Малые реки я что-то подытожил, был в деревне сегодня, занимались делами. Прокатился так, посмотрел на мотоцикле, на Тесла деревенской. Малые реки аж вообще к берегам там подходит вода. В общем, ребят, вода очень большая. Опять идет подъем, грязь. И сегодня, ребят, хочу пробовать налима. Короче, не знаю, как Мишаня будет, в общем, чем бодаться. Станем на одно из любимых моих мест. Там еще не были в этом сезоне, так что постоим там. Я, естественно, взял закидушки, донки, червь. Мишаня что-то удочки. Он очень любит на удочке, на полудонку рыбачить. Не знаю, будет он фидерить, не будет. Короче, посмотрим. В общем, опять, ребята, разведка, так как вода прибыла, будем посмотреть. Так что давайте со мной. Время 5 час. В 5 договорились. Мишаня подъезжает и вперед. Грузимся и хода. Так что маломайски, ребят. Трава зазеленела. Деревья. Хоть что-то как-то начали появляться. Листочки. На 30 мая. И, соответственно, это, конечно, затяжная очень весна. Холодная. 22 у нас выпадал снег. Дожди. Ну вот с завтрашнего дня, ребят, солнышко, тепло, 20 что-то там плюс. Короче, нормально. С грядочками разобрались. Алена Сергеевна уже сделала все по красоте. Парничок, ребята. Сажаем картошку. Сегодня там закрыла мама, короче. В общем, с огородами разбились. Ждет гараж. Надо заниматься гаражом. Ну, погода сейчас будет давать. Договорился с ребятами. Короче, за пару дней решил сделать сразу. Не растягивать, а будем делать. Ну все, запахло весной. Может, уже и летом. Ну, Мишанька прет на своей бродяге. Стол, Мишаня. Да? Удобно. Знаете, сегодня не взяли, столик сегодня не взяли, да? Столик не взяли, да? Ну там, слушай, стол должен быть, по идее. Ладно, разберемся. Там сало, колбаска, все дела. И булочки с кунжутом. С кунжутом? Конечно, как на этом, в рекламе. Все на булочке с кунжутом. А, ну понял. Это нормально. О, почти холодненькая.
Хорошо. Как крутит, говорю, тут великолепно. Ну как-то так. Я в дрявых сапогах. Сейчас я вылезу в машину. Ну вот, ребят, такой пляжик, такая коса. Сколько здесь рыбалок было, конечно. Но в этом сезоне здесь еще, ребят, ни разу. Здесь еще ни разу. Вот так тут крутит прелестно. Река уходит. Шикарно. Шикарно. Дрова есть, ребята. Дров море. И вот Мишанька здесь. Мишань, здесь прям на удочке классно будет. Тебе вообще вон тут упасть. Вообще люто. Как раз пятачок. Четко. Затишок такой, течение от той стороны идет, ребята. И как раз затишок. Мишанька на удочке здесь. А я донки буду шмалять. Будем налима пробовать. В начале лета будем пробовать еще налима, наверное. Хотя не знаю, и лещи есть уже. Ну все же. Сухо, нормально. Здесь можно и палатку ставить. Местечко позволяет. Дрова есть. Тут уже какие-то пенечки. Нормально, отлично. Великолепно. Мутим карасей. Травка зеленеет, ребята. Шикарно, шикарно. Стола, зараза, не могу найти. У нас стол здесь был деревянный. И смотрю, какахи. Какахи лосиные. Лось ходил здесь. В этом году, походу. Да. В этом году, может, по последнему. А, все понял. Это еще по зиме были следы. Точно, точно. Лосяры здесь ходили. Хорошо так гуляли они по обрыву почему-то. Я на мотособаке поднимаюсь, думал, блин, ну медведи, ой, точнее, волки что ли. Какахи, а здесь лоси поднимались. Тучки, конечно, зараза, ребята. Сегодня тоже дождь обещают. Ну, пробуем. Вот уже, ребят, смотрите, какие-то поганки вылазят. Лето, лето, лето. Вот и лето прошло. В этом году, ребят, без кормежки. Вода мыла, конечно, здесь. Есть береза какая-то упавшая. Ну и так, маломайски. Какие-то старые баланы. Чурка какая-то, смотрю, заберем. Ну и там еще немножко есть. Ну, в общем, дрова есть. Шикарно. А вот такое течение по этой стороне. Дают прям. Вот эти, смотрите, свежие, ребята, они ушли с берега. Провалились. Ну и самое, что приятно, есть крапивка свежая. Есть смородина, ребята. Это чай. А в тайге бывает, вот люблю с крапивный суп делать свежий. Картошку, яйцо, банку тушенки и крапиву. И я кушаю. Молоденькая. А это вот сегодня чай будет, ребята, у нас на смородине. Великолепно. Так, люблю разминочку сделать. Обстановочку посмотреть. Короче,
Все мне здесь нравится. На сезон дровишек мало, но как бы пойдет. В общем, начнем расстановочку, наверное. 7 часов вечера. Самый такой нормал. Тут ребята рыбачили. Рогаточки оставили. Спасибо. Ну, при всем желании, всем рекомендую, ребят, убирать их. Потому что ивник, он цветет вообще махом. И так у нас тут берегов нету. А еще вот оставляешь, он цветет, корни пускает вообще махом. В общем, Мишаня пробует там с угла фидер и пару удочек. У него там 2-3 удочки. Ну там самый такой классный угол. Ну а я вот по разливам, ребята, разбросаю. Сколько смогу, там начну с задней. Ну вот, у меня там местечко. Ну, с той кочки, наверное, буду пробовать. И посмотрим, что. Начинаем. Не отходя от кассы, ребята, вот. Это палочка от Донки была. Вот видите, она как корни пускает. И это вот кусты ивника, он начинает расти. Если не вырвал. Вот так вот, ребята. Палочки от Донки. Вот сразу здесь корни, здесь ветки пошли. Выбрасывайте, ребята, вытаскивайте хотя бы на берег вот так. Вальшнап. Вальшнапа прям здесь сидят. Они прям здесь. Так, друзья, начну с закидушек своих крокодильчиков. Вот так вот как-то. Первенький. Так потихоньку люблю, не спешу. Сейчас сюда спущусь вниз. Мишка песни поет уже. Красавчик. Короче, особо здесь пока еще нет пляжа, ребята. Но хотя воды было намного меньше. А в прошлом году с Ларисой мы открывали сезон. Я где-то вот здесь даже, ребят, начинал. В грозу попали. О, какой корневище тут привалило. За лето спилим. Ничего страшного. Нормально. Здесь, по крайней мере, ребят, плотно, твердо. Здесь корни, видите, проходят к берегу, по берегу кусты. И не проваливаешься, так как, допустим, я там ходил. Блин, а берега-то много. Берега-то, ребят, порядка много. Я что-то отошел. Ну, да ладно. Здесь вообще хорошо. Но здесь далеко кидать надо. Здесь далеко кидать надо. Блин, здесь вообще великолепно, ребята. Берег-то уже хороший, открылся. Вот ручей. Здесь у меня обычно тоже дела. Ух. Тут вообще великолепно, ребята. Ладно, далеко не пойдем. Здесь, наверное, начнем. Где-то здесь. Там уже мелька. Мелячок. Ну, вот типа того. Блин, да тут можно уже, ребята, раскидывать снасти. Хорошо уже упала вода. Смотрю. Вон он, зараза, ребята, бегал. Уже сейчас. Смотрите, по берегу шел. Бам. Я что-то внимания даже не обращаю, иду. Бам. Вон он. Пробежал Васишка. Офига. Кусок дерева. Похоже на приклад. Вон он, лосек, прошел. С поймы, наверное, с болота туда шел. Тоже утром может быть так. Я сколько раз ночевал. Слышу, прет он, блин. Дураком идет. Так, ну все, в общем, ребята. Закидухи. Крокодильчики мои.
Пошвыряем крокодилов. Да, бережок свободен. Можно здесь расставляться, причем порядком 2-3 человека здесь берег примет в такую рыбалку. Червячки, ребята, в этом сезоне накопали. Спасибо маме. Она меня поддерживает. Каждую грядку, если перекапывала, то смотрю, она всегда мне копала. Она знает, что скоро жара будет, если то такого уже объема червей не накопаешь. Ну, в общем, ребята, пучок независимости. Полетели, братья мои и сестры рыбачки. Вот здесь и раскинуться можно удобно. Не особо. Метра 2-2,5, 3. Подсносит, конечно, да, это все дело. Подсносит это все дело. Посмотрим, что. Первая не дает, ребята, поставить третью. Страшный звон стоит. О, здесь походу какая-то рыбка, что ли, уже попалась. Да ладно, ребят. Тут рыбеха, ребята. Буду подходить. Буду подходить. Вот они, ребята. Подлещики клюют. Видите? На течение, ребята. Клюют. То ли подлещик, то ли густера. Вон они. Весенняя рыбеха. Не успел поставить, а уже шум стоит. Опа. Степа. Ну вот. Уже садок мочим, ребята. Интересно, девки пляжут. По 4 штуки в ряд. Продолжаем, что? Расстановочку. Ну, пятую вот здесь, ребятки. От коряги до коряги. Ну, вот здесь уже поинтереснее. Здесь уже поинтереснее, братцы. Стаскивает, конечно, не держит. Какую-то кочку находит, упирается. Посмотрим, что. Подлещики клюют уже, что. Интересно. Так, ну что, ребятки, ищу пару донок. Место позволяет. Хотя можно было туда еще уйти. Тут в ямку уже забросим. Я не думал, что так получится, конечно. Вода упала, дает. Ладно, погнали. Да, иду бросать. Посмотрим. Вот доночки, ребят, с пляжа. Это просто великолепно, наверное. Лучше не придумать. Лучше не придумать. Почему? Щучка? Да ладно. Щучку поймал, Мишаня. Вот дела. Опа. Щучку на червя, нифига. Уже и щука клювать начинает, значит. Дожмем уже налима. Дождемся. Все, полетели.
18 метров отмотал. Ну, вот так вот клево, где-то вот так нормально. Вот такие тучки, ребята, кружат. Зараза, немножко так мокрят. Но это уже последние. Обещают погоду хорошую. Так, они там, с той стороны, с той стороны. Короче, вот так вот. 8:30. Костерок надо модяжить. Пойдем попилим что-нибудь. Что там быхнет? Что у нас? 9. Ну, 20 минут. Рыбалка начинается. Водка закончилась. Рыбалка начинается. Давай. Ну что, господа, дровишек заготовили мы. Потемнело, наверное. На камеру сейчас плохо видно. Тучки, ребята. Белые ночи у нас. И месяц у нас белые ночи. Вот так вот в Гонцове. Там корень был. Пилили ребята по ходу по охоте, по весне. Забрали 3 чурбана, там немножко мелочи там потом натаскали. Тут еще корни валяются. Там балашка. Все это стопится. Нормально, в общем. Все, ладно, сейчас пройдемся, посмотрим по доночкам. Перезакинем. Поужинать надо. Голодный, ребята, я как зверь. Течение ужасное вообще. Смотрите, ребят, какое течение. Просто тут тащит. Шанька вот там в закутке, а у меня тащит все. Начну с доночек. Я их еще не проверял, как забросил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А всего-то много. Кстати, вот тут только возле берега трава. Дальше нормально. Ну вот. Немного пойдет. Мелочь поела явно. Ладно, перезабрасываемся. 9 часов обычно мелочь начинает успокаиваться и уже так более-менее. Но весна что? Весна не лето. Лето не весна. Червей заготовил много, ребят, так что не жалею никогда. И в общем, на донке всегда нужно запас хороший иметь. Тут раз писали тоже. Андрюха, как хранишь, как заготавливаешь. Огороды, ребята, в деревне. Есть земля. Мы ее обрабатываем и, соответственно, я собираю червя на сезон. Так как придет оттепель, червя тяжело будет найти.
Вот так вот. Что ж, моточки всегда были такие уверенные. Дождемся налима, попробуем. Вот на второй доночке, ребятки. Ёрш, брат. Какой жирный ёрш. Вон какой, ребят, смотрите. Товарищ. Классная наживка на налима. Но не весной, это явно. У нас, ребята, начинаются белые ночи. В общем, вот так, в принципе, вся ночь пройдет. Было бы даже пояснее, потому что пасмурно. Все возле берега. Еп, макарек. Да, тяжело будет поймать что-то, так как, ну, стаскивает вообще, не держит груза. Пару пескарей попалось. Пескарь, короче, здесь совладает. Блин, ну течение ужасное. По половодью еще в том месте сверху еще такого не видел. Здесь нормально все. Ну, возле берега явно какая крупная рыба. Ее там не будет. Надо ходить. Кидаю вот так. Плюс-минус. Разную дистанцию. Короче, просто донки тупо, ребята. Весенняя донка. Так, ну что, у нас потемнело. Это означает, что достаем. Пора начинать шулюмить. А на шулюмить сегодня будем хорошо. Вот так вот. Мишаня, как обычно, классика жанра, ребята. Мишка любит шашлык. И он уже насаживает мясо. Мишка любит мясо. Немножко потемнело. Ну, это туча, ребята, вот смотрите, она бодается. Так-то у нас все уже что. Белые ночи. Люблю это, кстати, это время. Непонятно так. Немножко потемнело, бам, уже все светло. Не то, что осенью, допустим. Что-то там в 4, уже в 5 уже начинает темнеть, и только там в 7 только расцветает, начинает. Ночь такая длинная, мощная. А здесь прям ее нету вообще. В Мишаньке 2 шампура подтягиваются. Сейчас будем ужинать мяском, с хлебушком, с лучком. А, кстати, Мишаня, лучок у меня есть. Сейчас нарежу, сделаем. Сейчас шашлычку лучка сделаем. Жаристый, красивый. И пахнет мясом. Мишаня, балуешь, балуешь. На рыбалке-то, слышишь? Шикарно. Еще бы живого бы поймать какого-нибудь шашлыка, который бегает. Или плавает. Или плавает. Ну так, готов. Готов, да? Слышишь, да? Нормально.
Ну-ка. Огонь. Шашлычок. Сочный. Отлично. Я вот люблю такой. Некоторые передержат. О, нифига. Стойка прошла. Снаряд, блин. Ну вот, ребята. Покушали, перекусили. Ну, в общем-то, особо-то интимить-то и не стало. Все. Вот такие белые ночи, ребята. На камеру, конечно, непонятно. Ну, я спокойно вижу донку, вижу лодку. Все шикарно. Все, дальше сейчас через полчасика уже расцветать будет. Покушали с Мишаней мясо, шашлычком побаловались. Закидали, короче, тут убрали поляну. Ну, я, короче, что-то убрал, все эти ветки, все кусты, которые тут с какого-то непонятного сезона нарублены. Все в костер, так, чтобы полянка грелась. Пойдем пройдем, посмотрим, что да как и почему у нас. Трава. Утро, наверное, только утро по белой рыбе, не знаю. Налим, в принципе, в разгаре. Тишина пока. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все у берега, ребята. Все у берега, у бережка. Надо почаще ходить, конечно. Ну, поужинали, что. Сейчас утрянку посмотрим. О. Вон он, ребята. Все-таки вышли они на лимчики. Летние. Не крупные. Стоять, брат. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ротик открывай. Опа. Давай. Давай, братик. Полосатик. А, змеюка. Пресноводная. Устал. Устал. Вот там тоже пишут. Отпустить, не отпустить, ребят. Когда прям в кишках, ну как ты его отпустишь? Есть типа палочки. Я знаю, что за эта палочка называется. Ну, когда в кишках, ты тоже будешь палочкой в кишки залазить, правильно? Как ты его достанешь? Никак. Стараемся, конечно, отпустить небольшого налима, но тяжело отпустить. Вот видите, он, ребята, лежит сейчас на дне. Вот он. Уставший, не знаю. Нет, нормально. Убежал. Просто устал. Так что, кто бы что ни говорил, ходите больше на рыбалку. Понимаете немножко. Как что. Налим глотает, ребят, до желудка. Крючок просто в желудке, он его всасывает. Эта палочка тебе не поможет. Палочка достается, она, когда крючок в пасти, тогда ты можешь немножко шевельнуть, достать крючок. А когда крючок в желудке, ты его палкой будешь в желудок сувать, что ли, или что? Ты явно не достанешь, когда желудок всасан вот так. То бишь он его глотает и всасан. И все. Крючок ты не достанешь никак. Это пасть открытая. Ты шевельнул, достал. А когда он в пасти, вот там внутри, вот у него щелка, он закрывает его вот так. И все, вот. Ты будешь сувать, он все равно сжимает, понимаешь? Ай, сколько объяснять. Просто, если налима не рыбачил, не можешь понять, как я могу отпустить его, когда вот реально так. Да, я его отпущу, выкину, он, конечно, в конвульсиях уплывет, его течение унесет. Ну, факт он то, что выживет, нет.
По-любому нет. Так что я много хожу и понимаю хотя бы, что толку не будет никакого. А то, что я его съем, типа ты его съешь его, и что ты будешь, типа, сытый. Да не буду я сытый от этого, ребята. Ну и налим не живой будет, это 100%. Как ни крути. По воде пока не пойму. Нифига это вообще вон здесь, ребят, смотрите. Рядом получается у меня закидушка и рядом леска. Не знаю, там или рыба, или много травы. Так уперло. Ну иду с крайней, так как остальные буду цеплять. Вообще все к берегу захерачило. Что тут у меня? Вот тут вот второй, ребята. Второй на лемях. Летние налимчики, ребята, клюют. Вот они какие, пацаны. Но здесь видно явно, что крючок рядышком, цевье. Вот крючок тут реально в пасти. Здесь я спокойно могу достать его. Давай, братик. Давай, родной. Пошел, змееныш. Вот летние налимчики, они ночью выходят все равно. Ну как летние. Вода ни хрена не летняя. Но вышли. Место-то на лиме, я это знаю. Ой, сколько много всего. Сколько много всего, ребята. Ой. Ой. Трава, мурава, полынь, крапива. О, налим, ребята. Вот нормально налим. Я его взял. Такого можно брать жаренок. Такого уже можно, ребята, брать. Опа. На доночку. Такой грамм 600-700. Пойдет полосатик. Вот, ребята, видите? Вот у него кишки. То бишь у него гортань. Какая там палочка, я не знаю. Кто там что пишет. Писаки, конечно, всякие разные. Но на лема не рыбачили. То бишь надо понимать, какой у него организм вообще. У леща, у плотвы такого нету. Она не заглотит, так как налим. Прям до талого. Ну вот. Немножко в садочек помокрели. 3 налимчика там, ребята. Снизу на доночку все-таки хапнул. Ямка, что понятно.
Рыба, ребята. Рыба. Какая-то рыба нормальная. Ребята, есть. Смотрите, какой есть. Ай, красота. Езёк. Килограмм, наверное. Красавец. Вот последняя донка, ребят. Смотрите, как что делают. Тут уже пляжа, не пляжа. Ни о чем. Не слышно же, что там, что звенело. Заглотил вообще до талого. Хороший ясь. Но местечко не подвело меня. Хороший язик. О, какой. Красноперый, ребята. Блин, заглотил вообще засранец. Это вода идет, грязь идет. А донка ловит. Кстати, самый уловистый сегодня получилось. Язик. Язь хороший. Такой бодренький. Килограмма нету, конечно, но 800-900 будет. Ну вот, друзья, рассвело. Пока ходил. Мишенька, смотрю, уже возле костра отдыхает. Дрыхнет немножко. Это нормально. Че. В целом. Интересно. Самое последнее, получается, ребята, мне работает. И итог ясь. Что-то как-то интересно там попало, правильно? Правильно. Там 170 груз, кстати, он держит немножко, возможно, остальные все к берегу, не выдерживают донки. И вот это тоже кормилица, второй налимчик, ребята, один я его забрал, а до этого сейчас отпустил. Третий налимяха за сегодня, какой третий, пятый.
Одного только забрали. Ну, нормально хватает сбоку. Есть возможность запустить, это отлично. Здесь выход, ребята, с ямы 250 груз. Здесь в яме даже не ест. О чем, ребята, я говорю? Большие груза. Большие груза работают. Вот как вы что ни говорили. Страшные веса. 250, вы сами понимаете, о чем речь. Это просто 4 донки, это килограмм просто свинца с собой тащишь. Они держат, они ловят, ребята. Они держат, они ловят. Ну и вот, какой фидер. Какая может быть какая-то там поплавочная удочка. Вот что достает рыбу, что она немножко стоит в русле и держит. В общем, у меня налимчик, подлещик есть. Мишанька отдыхает. Мишаня в вершах. Яма у него вся в вершах. Интересно. Ну вот и утренняя зорька, ребята. Самое, что ни на есть, самое настоящее утро. Через час будет вставать солнце. Начинают петь птицы. Вот такое утро, ребята, только видит тот рыбак, который ночует. Это прям самая настоящая утренняя зорька, когда она начинает только-только вставать. В такую утреннюю зорьку, ребят, невозможно приехать, успеть. Ну, конечно, есть возможность приехать, конечно, в ночь, да, и успеть. Но все-таки, когда вот тебе уже есть костерок, когда вот ты уже начинаешь немножко видеть, такую утреннюю зорьку только видит тот рыбак, который ночует. Это самая настоящая утренняя зорька. Уже рассвело, ребятки. Так, порядком. Мишанька у меня отдыхает, устал. Ну, у него режим такой тоже бешеный. Я его могу понять, что, ну, просто не может вывести, конечно, коляску такую. Такой режим у него, что, ну, поспать ему в любом случае нужно. Я бы сам, конечно, прилег, но такая, ребят, красота, погода стоит, тепло. Сегодня очень тепло. Из-за этого я не могу спать, я просто хочу наслаждаться. У нас наступает, ребят, лето, у нас наступает тепло. Я вот серьезно говорю, то, что у нас сегодня с 31 мая наступает тепло. Мы начнем скидывать флиску, бушлаты, в какой-то степени шапки, хотя я в кепке сегодня. Начинаем привыкать к лету, что ли. И это круто. Немножко перекусил, попил чаю. Ну, не знаю, что. Пойду пройдусь по доночкам. Посмотрим, что даст утро. Кстати, немножко перебазировался, ребята. Переставил одну доночку, закидушку, да, так скажем, с той стороны. Еще дальше. Потому что та дальше, нижняя, она что-то работает. И это означает то, что, значит, она работает. Но опять же, видите, ребята, как все попадает. Как-то все попадает. Отлично. Встречаем солнышко. Кукушка, кукушка. А сколько баксов упадет? Так, да поесть. 1.
нежели богатая, говорит. Ну, она уже полетела. Нечего ничего. Есть одна, говорит, подстилка, и вот она татать, да-да-да. Ну, короче, с баксом, ребята, с рублем протянем. Рассвело более-менее, Мишанька встал, вяжется там, оборвался. Прошелся по доночкам, тихо на бульваре у нас, а бульвар классный. Такой пляжик таежный, классный. И люблю такие закуточки, ребятки, очень люблю. Красота. Колбаса. Вот это и Мишаня ерши, слышишь? Вот таких реально можно, слышишь, в уху. Здоровые, блин, ни хрена. На, иди вари. Вот тут они в яме живут, крупные, блин. Крупный ерш. У него тут целый склад уже булькает. Этого крупного ерша. Вон та тоже, слышишь, и та тоже долбит. И этот долбит. Ну вот и рассвело, ребятки. Мишаня ерша мучает. Зараза. В яме. Один ерш. Я за травишками притопал. Опа. Сейчас костерка сделаем. Опа. Окунь, ребята. Окунек. Вот такая гирлянда и вот такой окунек. Не крупный. Ну, вроде нормально. Давай, братик. Давай, малыш, иди. Расти. Окуньки. Травы, конечно, ужас. Забивает прям. Не успеваешь вот пройти уже от донки до донки и уже чувствуешь, что там уже забивается. А кукушек здесь что-то очень много, ребят. Кукушки прям вообще здесь живут, походу. Там. Ну там рябчики поют, классно. Он Мишаня его таскает одну за одной. Окунек. Окунечек. Ну все, друзья. Дотянули до утра. Ну, понятно, что уже понту не будет. Мишанька хоть на удочку немножко оторвался. В конце собираемся. Собираемся потихоньку, помаленьку
благо шмурдяка минимум. Ни палаток, ни печек, ничего нету. Собраться недолго, смотаться. Идет грязь. Но какую-то рыбку все равно увидели. Классно провели время. В любом случае поели мясо, шашлычка. Такая даже небольшая усталость присутствует. Солнышко пригревает. Наконец-то хорошая погода. Дождались. 1,5 недели, 2, наверное, ребята. Ну, 1,5 точно. Погода вообще была дрянская. Ну, а теперь будем ждать тепла, спада воды. И потихоньку начинать рыбалки. Вот, ребята, еще это не все. Еще не все. Поклевка. Поклевочка. Это, кстати, я его переставил с ямы. Я его переставил с ямы и сработал, что ли. Сматываю, смотрю, дергает. Да, вроде что-то есть. Ох, неплохо, ребята. Ох, вообще неплохо. О, ребята, дождался. Все-таки утреннего дождался. Придется подходить. Не смогу достать так. Не знаю, что там такое. Опа. А что такое было? О, щука, ребят, держала. Щука. Хорошая щука держала. Смотрите, братцы. Я взял... Короче, щучка, ребята, смотрите. Даже неплохая, походу. Держу. Думаю, ну дождался бонуса. Щука взяла яйца под берегом. Попался елец и держала. Ну вот и щука уже, ребят, начинает брать. Смотрите. Вот так как-то. Не знаю, когда она взяла ее. Ну вот порезы-то, конечно, хорошие. Может быть, подождал немножко. Заглотила. Ну, понту не было, я бы не достал по-любому. Ну круто, здорово. Блин. Так, по сопротивлениям ничего так было. Ну, отпустила потом сразу. Походу, недавно и взяла. Ну, я вот, получается, ту сматываю. Смотрю, этот бьет, прям качает. Ельчик. Ну, уже придется забрать его, не жилец. Ну, все, смотались с Мишанькой. В общем, ребята, улов понятен. Сами все видели. Немного мелкого налима ночью поклевало. Порадовал язёк ночной. Такой более-менее красавец. Налим, подлещик. Ну и забрал ельца. Забрал ельца. Добрались до деревни, разгружаемся, точнее загружаемся.
Погода, ребята, великолепная. Вот сегодняшнего дня обещали хорошую погоду, и она будет в протяжении недели все улучшаться и улучшаться. В общем, наконец-то лето, ребят, так скажем. Неплохо отдохнули, порыбачили. Немножко даже рыбку увидели. Мяско пожарили, пообщались. Короче, круто. Теплая ночь, светлая ночь. Вообще замечательно, ребята. Все. Такая небольшая рыбалочка. Побывал наверху, на одно из любимых мест. В общем, отлично. В 6 утра, ребята, едем домой. Все, спасибо за просмотр. На связи.